22 мая отмечался Международный день биологического разнообразия. В Кыргызстане также отметили 60-летие со дня основания биосферного заповедника Сары-Челек и 40-летие с момента включения природоохранной зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К этим датам Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства была проведена международная научно-практическая конференция, участниками которой были затронуты и обсуждены темы перспектив развития экосистем, а также их роли в сохранении биоразнообразия. Помимо сохранения биосферного заповедника и развития научной деятельности, мы обсудили, какой путь прошел заповедник с начала его основания, а также перспективы его развития в будущем. В этом направлении мы предлагаем развивать экотуризм с активным участием местного населения. Для сохранения биоразнообразия особо охраняемой природной зоны планируется внедрение системы электронного билетирования, чтобы знать точное количество посетителей. Надеемся, что это решит проблему антропогенной загруженности заповедника. Государственный заповедник Сары-Челек – особо охраняемая природная территория, уникальный биосферный заповедник. Его площадь составляет почти 24 тысячи гектаров. Он расположен на склонах западного Тяньшаня в Джалалабадской области. Заповедник был образован с целью сохранения и изучения местной флоры и фауны. Он также призван сохранять экосистемы Среднегорья и Высокогорья западного Тяньшаня, включая орехоплодовые леса, горные степи и озера. Я надеюсь, что после нашего форума будет вынесено какое-то определенное постановление, решение с целью все-таки, вот, как оно есть наше, так сказать, желание сделать из Сары-Челека предприятие 21 века с применением IT-технологий, новейших достижений науки и техники, обучить людей, которые здесь находятся. Международная научно-практическая конференция была проведена при поддержке Глобального экологического фонда ПРООН в рамках проекта сохранения биоразнообразия западного Тяньшаня, который направлен на содействие в продвижении ландшафтного подхода к защите и сохранению глобально значимого биоразнообразия, а также устойчивого управления земельными и лесными ресурсами. В нашем проекте предусмотрены программы альтернативных источников доходов, направлена на уменьшение антропогенной нагрузки на экосистемы, на лесные территории, с учетом создания для населения возможности получения прибыли при взаимосвязи с населением, с природой, только не в направлении ущерба, в направлении развития и экологии, и развития доходоприносящих направлений, то есть развития туризма, создание благоприятной обстановки. В рамках конференции были представлены доклады на темы перспектив развития системы особо охраняемых природных территорий в Кыргызстане, их роли в сохранении биоразнообразия и актуальных вопросов планирования природных территорий. Отметим, что Международный день биоразнообразия отмечается ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года. В этот день была принята соответствующая конвенция ООН. Тимур Тимиргалеев, Турар Анарбеков, ЛТР, Джалалабадская область.